Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Приветствую всех на втором уроке курса «Казахский язык шаг за шагом». Сегодня мы с вами проходим одно из самых употребительных времен казахского языка, поэтому, пожалуйста, настройтесь на продуктивный урок, на продуктивную работу. Давайте разберем сначала вот такой пример. Аружан мектепке барады. Такое предложение можно перевести как «Аружан ходит в школу» или «Аружан пойдет в школу». Да, в казахском языке есть такое время. Ауспалы осы келер шаг. Переходное настоящее, будущее время. Такое время может означать будущее действие, в совершении которого говорящий уверен. То есть я уверена, что Аружан пойдет в школу, поэтому я использую такое время. Аружан мектепке барада. Либо регулярные действия в настоящем. То есть Аружан регулярно посещает школу, Аружан регулярно ходит в школу, поэтому я использую это время. Аружан мектепке барада. Давайте разберемся, как образуется данное время. Для того, чтобы образовать данную форму, нам необходимо сначала знать основу глагола. Как и где мы находим основу глагола. Когда мы открываем словари казахского языка, обычно там выходят такие глаголы в такой форме. Сейчас я приведу примеры. Например, көру, тансу, келю, кету, жазу и так далее. И все эти глаголы объединены одной общей буквой. Наверное, вы заметили, это буква У. Конечная буква У. И вот, чтобы определить основу глагола, мы просто убираем конечную букву У. И тогда основа глагола көру, видеть, будет көр. Основа глагола тансу, знакомиться, будет таныс. То есть мы убрали просто букву У. И это и есть основа глагола. Далее, к этой основе мы присоединяем следующие суффиксы. Либо А, либо Е, либо и краткое. А, Е после согласных и краткое после гласных. И личные окончания. О личных окончаниях чуть попозже. А сейчас давайте попробуем правильно присоединить суффиксы. Вот, первый глагол у нас в качестве примера это глагол көру. Основа глагола көр, которая заканчивается на букву Р. Буква Р это у нас согласная буква. Значит, и краткую мы присоединять точно не будем, потому что и краткая у нас после гласных. Выбираем между суффиксами А и Е. На прошлом занятии мы проходили с вами закон сингармонизма или закон гармонии звуков. И я вам тогда говорила, что этот закон будет преследовать нас по всей грамматике казахского языка. И вот тут как раз-таки мы будем отталкиваться от этого закона гармонии звуков. Если вы вдруг забыли то, что мы проходили на прошлом занятии, у вас есть возможность вернуться на первый урок, просмотреть его еще раз, выполнить задание и снова перейти на второй урок. Значит, мы выбираем между А и Е. Конечно, мы выбираем букву Е, потому что в основе глагола көр есть буква В. Көремін. Я вижу, я увижу. Дальше таныс. Основа заканчивается также на согласную букву. Выбираем между А и Е, мы выбираем букву А. Суффикс А. Танысамын. Хорошо, давайте теперь рассмотрим примеры уже с личными окончаниями. Сразу скажу, что просто вот так вот сидеть и зубрить окончания – это очень неэффективный способ. Мы все это будем запоминать, когда будем тренироваться. То есть у вас будет домашнее задание проспрягать несколько глаголов, и когда вы будете спрягать эти глаголы, вы будете уже автоматом запоминать все эти личные окончания. Сейчас я читаю форму глагола, вы за мной повторяете. Мен танысамын. Сен танысасың. Сіз танысасыз. Ол танысады. Олар танысады. Обратите внимание, что окончания, личные окончания третьего лица и в единственном, и во множественном числе одинаковые. То есть д, танысады, танысады. Дальше. Біз танысамыз. Сендер танысасыңдар. Сіздер танысасыздар. Отлично, переходим к глаголу көру. Мен көремін. Сен көресің. Сіз көресіз.
Ол көреді. Олар көреді. Біз көреміз. Сендер көресіңдер. Сіздер көресіздер. Отлично, супер. Теперь переходим к образованию отрицательной формы. Чтобы образовать отрицательную форму, нам снова необходима основа глагола. Мы уже знаем, что это такое, умеем определять. К этой основе мы присоединяем отрицательные суффиксы. Это суффиксы ма, ме, ба, бе, па, пе. Сейчас разберемся, когда какой суффикс использовать. После этих суффиксов, то есть выбираем один суффикс, и далее идет суффикс и краткое. И, конечно же, личное окончание. То есть мен таныспаймын. Я не знакомлюсь, я не познакомлюсь. Мен көрмеймін. Я не вижу, я не увижу. Давайте рассмотрим, когда какой отрицательный суффикс присоединять. Суффикс маме используется после гласных и сонорных. Вот всех сонорных букв, которые написаны. Например, көру, көрмеймін. Дальше суффиксы ба и бе используются после звонких з, ж и сонорных м, н, н. Например, күнү, күнбеймін. И остаются суффиксы па, пе, которые идут после глухих согласных. Х, к, п, с, т, ш. Танысу, таныспаймын. Отлично. Также эти суффиксы вы научитесь использовать, когда будете тренироваться дома. То есть дома у вас будет список из глаголов, которые вы должны будете проспрягать в утвердительной форме, а также в отрицательной форме. Дальше переходим. Вот, к примеру, сейчас также я буду читать, а вы за мной будете повторять. Мен таныспаймын. Сен таныспайсың. Сіз таныспайсыз. Ол таныспайды. Олар таныспайды. Біз таныспаймыз. Сендер таныспайсыңдар. Сіздер таныспайсыздар. Далее мы переходим к глаголу көру, видеть. Мен көрмеймін. Сен көрмейсің. Сіз көрмейсіз. Ол көрмейді. Олар көрмейді. Біз көрмейміз. Сендер көрмейсіңдер. Сіздер көрмейсіздер. Супер, хорошо. Далее нужно будет обратить внимание на глаголы. Если глаголы заканчиваются на звонкие согласные, такие как г, г, б, то при спряжении в отрицательной форме они меняются на глухие к, к, п. Например, есть глагол шгу, выходить. В отрицательной форме будет шықпаймын, то есть г изменился в к. Шгу, но шықпаймын. Дальше глагол кешігу, кешікпеймін. Г поменялся в к. Дальше тебу, теппеймін. Да, в казахском языке могут быть удвоенные согласные, как в данном случае. Теппеймін. Давайте рассмотрим пример. Также я буду читать, а вы за мной повторяйте. Мен шығамын. Сен шығасың. Сіз шығасыз. Ол шығады. Олар шығады. Біз шығамыз. Сендер шығасыңдар.
Сіздер шығасыздар. Далее отрицательная форма уже с измененными согласными. То есть согласные г, г, б меняются только в отрицательной форме. Читаю, вы за мной повторяете. Мен шықпаймын. Сен шықпайсың. Сіз шықпайсыз. Ол шықпайды. Олар шықпайды. Біз шықпаймыз. Сендер шықпайсыңдар. Сіздер шықпайсыздар. Далее глагол кешігу, опаздывать. Мен кешігемін. Сен кешігесің. Сіз кешігесіз. Ол кешігеді. Олар кешігеді. Біз кешігеміз. Сендер кешігесіңдер. Сіздер кешігесіздер. И отрицательная форма. Сразу замечаем, что г изменился в к. Я читаю, вы за мной повторяете. Мен кешікпеймін. Сен кешікпейсің. Сіз кешікпейсіз. Ол кешікпейді. Олар кешікпейді. Біз кешікпейміз. Сендер кешікпейсіңдер. Сіздер кешікпейсіздер. Отлично. Это очень хорошая практика повторять за носителем языка. То есть я читаю, вы за мной повторяете. Если вы как-то где-то не успели за мной повторить, вы можете поставить на паузу это видео и повторить. Если у вас не получается с первого раза, это абсолютно нормально. Ставите на паузу и повторяете несколько раз. То есть несколько раз слушаете и несколько раз повторяете. Это очень хорошая практика. Далее уже идет домашнее задание. Домашнее задание проспрягать письменно следующие глаголы и отправить на проверку. То есть и в утвердительной форме, и в отрицательной форме. Ищу, булу, акилю и так далее. Все эти глаголы письменно спрягаете, фотографируете и отправляете на проверку на почту. Далее новые слова, которые нужно будет выучить. И эти же слова у нас используются в следующем задании. Следующее задание. Нужно преобразовать утвердительные предложения в отрицательные. Тут приведен один пример. Например, ол қазақша сөйлейді. Он говорит по-казахски. И мы преобразовали утвердительное предложение в отрицательное на ол қазақша сөйлемейді. Он не говорит по-казахски. Далее, по такому же принципу вы выполняете данное задание. Можно использовать вот это вот правило. Этот слайд, получается, совмещает все правила, которые мы сегодня с вами прошли. То есть выполняем два задания, учим слова и отправляем на проверку на почту. Я жду каждое задание, каждого человека. Если появятся какие-то вопросы, пишите также на почту. Я всем отвечу, будет обратная связь. Тогда до следующего занятия, до следующего урока. Сау болыңыздар!